Лестер Самрал. Твоя вера может изменить мир. Введение. Веру, восприятие слов Божьих как высочайшего эталона правды, обычно сравнивают с глазом, видящим невидимое, ухом, слышащим неслышимое, рукой, ощущающей неосязаемое, и силой, творящей невозможное. Источник веры не молитва, но постоянное питание духовной пищей Слова Божьего. Каждому человеку на земле дана возможность взрастить в своем духе, в своей душе и в своем теле веру, изменяющую мир. Каждому до единого. Всякий, кто примет ее, будет связан с Богом Отцом, Сыном Иисусом Христом и Духом Святым, и это преобразит его мир. В книге «Твоя вера может изменить мир» я хочу объяснить, что Бог избрал тебя как Авраама, чтобы излить на тебя безграничное благословение с небес, а затем показать, как использовать его. Сказано, никто не узрит полноту того, что Бог может передать через исполнение веры. По мере изучения принципов веры, изложенных в этой книге, и применения их в своей жизни, ты сможешь принять законы из Слова Божия, которые круто повернут жизнь твою и других, как духовную, так и физическую. А теперь вперед, к высоким стандартам Слова, и пусть весь мир перевернется. Предисловие. Мало кто из людей заслужил честь называться преобразователем мира. Лестер Самрал из их числа. В результате крайне тяжелого и не очень популярного труда в походе веры за принятие Бога по Его Слову, миссионерская проповедь доктора Лестера заронила семена, возросшие среди многих народов мира. Каждый верующий получает свою толику веры, и она может расти. Вера возрастает от слушания Слова и применения его на деле. Веру надо поддерживать. По этой причине книга «Твоя вера может изменить мир» является жизненно необходимой в наше время, время критицизма. Христианин, позволивший своей вере уснуть, прочитает эту книгу и вдохновится на героические подвиги во имя Царства Божьего. Книга содержит не только мощный призыв, но и ценные принципы веры, которые можно изучать и применять во исполнение воли Христа. В конце концов, не мы Его выбираем, а Он нас избирает и выделяет для продуктивной работы. Почти не имея денег, без формального образования и громкого имени, Лестер Самрал оказался способен открывать церкви, основывать сети радио и телевещания, проповедовать по всему миру. Единственным великим источником всех этих дел была его искренняя вера в великого Бога. Мы можем взять многое от человека, совершившего такой труд. Читайте книгу «Твоя вера может изменить мир». Впитывайте ее, позвольте ей стать частью вашего «Я». И тогда идите вперед и изменяйте мир вокруг себя. Церковь Возрождения, Шамбака. Глава 1. Вера, преобразующая мир. Это звучит вызывающе. Не правда ли? Вера, которой хватает не только для молитв за ваших кур или огород. Вера, способная не только завести вашу старую машину, но вера, которая может изменить весь мир. В вере заложен огромный потенциал. Мир подвержен изменениям и нуждается в них. Ты же тот, кому суждено произвести эти изменения. Вероятно, не существовало еще человека, способного воспринять абсолютно всю силу Божью, доступную ему через веру. Возможно, что никто раньше не был без остатка предан жизни в вере, сражениям веры, и потому так и не смог до конца понять, что можно изменить мир, в котором мы живем. Но ты можешь стать первым. Человек с помощью науки может взрывать атомные бомбы, освобождая мегатонны разрушительной энергии.
Из-за ограниченности человеческих знаний эту энергию принято называть предельной. Вера же пророка Илии, закрывшая небо на 3 года, сильнее атомной энергии. Та же самая вера, снова вызвав дождь на истерзанную засухой землю, продемонстрировала силу, выходящую далеко за пределы человеческих возможностей или даже представлений. Одним нажатием кнопки человек запускает сегодня сложные машины. Моисей же, по вере подняв руку, приказал расступиться морю. Вода поднялась стеной по обе стороны, дно морское высохло, и более 2 миллионов человек со всей домашней живностью и имуществом перешли на другой берег, не замочив ног. Вот это и есть вера в действии. Вера и сегодня остается величайшим источником силы из всех доступных человечеству. Современные христиане должны научиться пользоваться этой огромной энергией, заложенной в нас верой. Ведь Господь дает нам свою силу пропорционально нашей вере. В каждом человеке, в его триединой натуре, духе, душе и теле, заложена способность к вере, которая может изменить мир. Каждому верующему Господь дает веру. Без нее мы не смогли бы принять благословение, посылаемое Богом. Иногда люди думают, этого человека Бог обязательно благословит, ведь он ходит в церковь 20 лет. Божье благословение не приходит потому, что человек регулярно посещает церковь. Господь благословляет нас, когда в нашем духе действует живая, динамичная сила. Эта сила и есть вера. В этой книге мы так много будем говорить о вере, что в конце концов ты воскликнешь: «Моя вера окрепла, она возросла, вера во мне стала живым источником Божьей силы». Решись сделать следующие шаги к вере, чтобы изменить свой мир. Во-первых, изучи, что такое вера. Бог не невежда, и Он не терпит невежд. Его желание, чтобы мы получили знания и нашли истину. Если же мы предпочитаем идти своим собственным путем, то тем самым удаляемся от величия и славы Всемогущего. Слово Божье говорит: «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Осии, 4 глава, 6 стих. Наиболее точный перевод еврейского слова, переведенного здесь как «истреблен», означает «отрежется». Народ Божий отсекает себя невежеством от благословений Господних. Каждая страна, где отсутствует знание о Боге и Его благословениях, сталкивается с большими трудностями. Бог не благословляет неверие, а причиной неверия часто является недостаток знаний. Знание о Боге и от Бога – освобождение от невежества. Знание помогает людям легче понять, что хочет и может дать им Господь. От нас самих зависит, захотим ли мы узнать, как реализовать нашу веру, научимся ли мы следовать за Богом. От нас зависит, сможем ли мы сказать: «Господи, я знаю, что Ты совершаешь все, что говоришь. Я не хуже Авраама, Моисея или любого другого героя Библии. Я сын царя и намереваюсь пользоваться силой, доступной мне через веру». Во-вторых, прими все, что говорит Бог, за абсолютную истину. Если ты не примешь Слово Божье как истину, то не сможешь проникнуть в мир веры. Живя верой, ты оставляешь этот мир. Все, что видят твои глаза, слышат уши, к чему прикасаются пальцы, и переходишь в другой мир, в мир веры. В мире веры ты должен подчиняться Божьему Слову, иначе не удержишься в нем. Ты должен знать, что Бог – сама истина, и если Он что-то говорит, то так оно и есть. Моисей жил верой. В его жизни Слово Божье господствовало над всем видимым. Волны морские расступились под его ногами и встали стеной.
Моисею потребовалось много мужества, чтобы произнести: «Волны, сейчас же расступитесь, я хочу пройти». И волны подчинились ему. «Ах», — заметят некоторые, — «я не верю, что так было». Каждый, кто не верит в способность Бога совершать чудеса, останется в стороне. Такой человек не верит, что Бог может совершить чудо у него на работе или дома. Религия ограничивает, связывает человека. Некоторые религии настолько наполнены ложью, что совершенно закабалили людей. Когда ты обращаешься к Слову Божьему, то замечаешь, что оно начинается со свободы, заканчивается свободой и внутри наполнено свободой. Оно истинно с первой и до последней страницы. Для того, чтобы ходить верой, тебе необходимо усвоить, что Слово Божье есть абсолютная истина, действительная при всех обстоятельствах. Это знали 3 еврейских подростка, оказавшись в горячей печи. Это знал и Даниил, вышедший живым из львиного рва. В обоих случаях вера в Бога изменила естественные обстоятельства. Они знали Бога как абсолютную истину. Ты можешь быть в таком тесном общении с Господом, что все будет исполняться по твоим словам. Ты можешь тогда приказывать обстоятельствам на работе или дома, и они должны будут измениться, так как ты приказываешь силой большей, чем сила атомной энергии. Господь хочет поделиться с нами своей силой. Почти все в нашем обществе настроено против нее, ведь человечество верит в то, что материально. Бог же создал своим словом всю Вселенную. Он просто приказал, и появились планеты. Он создал все, творящей силой слова. Мы тоже можем оперировать словом. Может быть, ты не осознаешь этого, но твои уста созидают или разрушают. Ты сам есть то, что исповедуешь, открыто или тайно. Как только ты говоришь себе «я ничто», дьявол тут же вскакивает тебе на плечо и шепчет на ухо: «Конечно же, это совершеннейшая правда, я давно тебе об этом говорил». Но если ты принял Слово Божье как абсолютную и нерушимую истину, ты будешь уверен в обратном. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, Иисусу, потому что увидим Его, как Он есть. Первое послание Иоанна, 3 глава, 2 стих. Это совсем другой мир. Мир веры, способный изменить все вокруг тебя. В-третьих, осознай, что вера есть действие. Вера – это не надежда. Ты можешь всю жизнь надеяться стать миллионером, но так и умрешь бедным. Однако невозможно верить, что станешь миллионером, и умереть в нищете. Надежда уповает на мечты. Вера же есть действие. Там, где есть вера, всегда что-то происходит. Вера рассуждает так: «Я верю, что у меня будет $1 000 000. Я соберу немного здесь и немного там». Вы заметили, это рост. А вот тут еще малость. Надежда же думает так: «Вот я здесь сяду и буду ждать. Бог обязательно что-нибудь сделает». Вера – это действие в сотрудничестве с Богом. Вера – это чудесная сила, и Господь хочет дать ее тебе. Вера стоит выше наших идей или чувств. Я не знаю, испытывал ли Авраам духовные чувства на пути от Версавии к горе Мориа, куда он шел, чтобы принести в жертву своего сына. Я только знаю, что дьявол искушал его на каждом шагу. У Авраама же была вера, которая помогала ему двигаться дальше. Вера вела его. Это она сложила жертвенник. Это она положила на него дрова. Это она протянула руку к сыну обетования и занесла над ним нож. Действие.
Бог же, видя действие веры, воскликнул: «Стой! Я приготовил агнца для жертвы, а ты посмотри на эту страну, куда я привел тебя. Вот Голгофа, смотри, там стоят 3 креста». Крестов еще там не было, но Вера видела их, так как Христос сказал: «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 56 стих. Авраам, действуя по вере, увидел Бога, приносящего в жертву своего сына. Вера – это неисчерпаемая тема. Надеюсь, эта книга поможет тебе понять, что есть вера, и гораздо глубже, чем я ее знаю, основываясь на знаниях, которыми Господь так щедро меня наполнил.